Добрый день, вы смотрите программу «Акцент», в студии Розалия Борисова. И сегодня у нас в гостях руководитель автономной некоммерческой организации этнокультурного объединения «Элаяда», а также генеральный секретарь Ассоциации национальных видов спорта «Сахада Спорт» Михаил Ершов. Михаил Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Михаил Михайлович Ершов окончил педагогический факультет ЕГУ имени Аммосова. С 2005 года начальник отдела программно-методической работы Республиканского центра национальных видов спорта имени Манчары. С 2009 года руководитель автономной некоммерческой организации этнокультурного объединения «Элаяда». С 2015 года генеральный секретарь Ассоциации национальных видов спорта «Сахада Спорт». С 2009 года существует и работает ваша организация. Она также была в наблюдательном совете ООН. В этом году она получила статус уже консультативного. И вот, пожалуйста, расскажите о своей деятельности и какие задачи уже сейчас перед вами стоят с появлением нового статуса. Мы достаточно много наслышаны об общественной деятельности в рамках ООН и наших представителей из Республики Саха-Якутия. В этом году у нас были несколько выступлений и весной, и летом во время сессии постоянного форума и сессии экономического совета. Поэтому Якутия достаточно активно принимает участие в работе ООН. Чем мы занимаемся? Мы, во-первых, сразу хочу точно указать, что наша деятельность никак не касается политики. Мы принципиально заранее договорились со своими коллегами, что в политику мы лезть не будем. Да? Мы будем продвигать только культурную часть нашего наследия, да, народа Саха. И поэтому мы изначально начали вести такую работу именно в этом плане. Наша организация в ООН первый раз была представлена в 2009 году общественной организацией «Юрта мира», за что мы очень благодарны. И со следующего года мы уже имели свой наблюдательный статус в постоянном форуме ООН и начали свою деятельность именно с презентации национальной культуры народов Якутии. Что я могу сказать? Мы достаточно за этот период, будем сказать, приобрели опыт, да, посещения таких мероприятий. И в первую очередь мы, как обычно говорят, материальную часть, да, Если ты занимаешься каким-то делом, ты должен изначально изучить устав ООН, что ты можешь представить, какие свои права и чем они могут помочь нашей организации, и вообще общую деятельность ООН, да, и мы с удивлением обнаружили, что устав ООН – это очень демократичный такой документ, где нигде не ущемляются права любого человека, да, независимо от расы, от принадлежности, от республики, от государства. Поэтому наши представители имеют свободный доступ к площадкам ООН, да, можно так сказать. Но я думаю, что нельзя этим злоупотреблять, потому что, как говорится, предоставлять-то предоставляет, но все равно за вами наблюдают. Да? Например, мы с начала своей деятельности очень осторожно к этому относились, да? Поэтому до сих пор дослужились до консультативного статуса, можно сказать, да? Понимаете? Потому что, когда мы приезжали, руководство постоянного форума очень радовалось. Якутия приехала, значит, сегодня у нас будут какие-то хорошие там презентации. Но вы представляете, да, не только республику, но и всю Россию. Естественно. Естественно, потому что мы в первое время выходили как от республики, но в своей процессе своей работы поняли, что мы одна команда российская, потому что российская команда всегда представляла высший эшелон власти, да, это представители МИД, представители сейчас департамента по межнациональным отношениям и Райпон, Российская ассоциация по делам коренных малочисленных народов. Да, И мы, сперва они осторожно к нам относились, они видели, что мы есть, но особо с нами в контакт не входили. Но благодаря тому, что наше правительство уже планомерно стало
вести работу, чтобы вот представлять республику в рамках российского представительства, да, вот этих общей команды из России. Вот благодаря Александру Николаевичу Жиркову мы вошли в этот контакт. Да. Сейчас мы лично знакомимся в основном со всеми представителями МИД, которые посещают вот эти сессии, представителями вот департамента по межнациональным отношениям. Мы с ними лично знакомы со всеми, и поэтому, когда мы ежегодно выезжаем на ООН, они всегда с нами справляются со своими планами там, и так далее. У вас какие представления будут, какие у вас презентации будут, вы сможете ли с нами там какое-то там представление, презентацию провести и так далее. Вот поэтому совместно мы с ними уже работаем. Да, и вот какие результаты за эти годы у вас? У нас реализовано десятки проектов, да, вот в рамках ООН. И мы представляли не только как бы республику, да, мы выступали и от имени России. Я, например, у меня 2 доклада было по просьбе и Райпон, и МИДа, то, что они там, человек рано уехал там и так далее. Они говорили, вот, Михаил, давайте, вы же все равно россиянин, давайте в этот доклад вы будете делать, да, вот, с удовольствием, конечно, мы работаем одной командой. Живой музей. Это один из наших ноу-хау, потому что мы выезжали вот именно носителями национальной культуры, традиционной культуры, выводили какие-то предметы быта там, и так далее, и делали маленькие музейные вот экспонаты, как будто, да, там маленькие выставки делали. И Олонхо, и Тоюк, там, и игры на Хамусе там, и так далее. И каждый раз старались как-то разнообразить это мероприятие. А вот с приобретением нового статуса какие у вас новые задачи? Приобретение нового статуса нам дает уже участие не только в сессиях постоянного форума, а во всех мероприятиях, которые касаются именно вот нашего направления, этнокультурного направления. Да? Вот поэтому мы сейчас являемся как бы экспертами в своем направлении, именно вот по народам Сибири, или вот по Республике Саха-Якутия. Если какие-то вопросы будут возникать по культурным, там, этнокультурным проектам, они будут все равно выходить на нас и через нас получать какую-то информацию. Поэтому, я думаю, достаточно ответственная и как приятная такая миссия, да. Вот как вы отметили в начале, много представителей республики и России выступает на мероприятиях ООН, и вот достаточно резонансом стало выступление Антонины Гаврилевой этой весной. Вот ваше мнение по этому поводу? Как вам сказать? Я в начале своего выступления сказал же, что ООН — это достаточно демократичная общественная организация, и поэтому никому не запрещают. Можешь говорить, хоть и говорю, с улицы зайдет кто-нибудь, да, там, например, определенные, естественно, там есть процедуры, да, ты должен иметь регистрацию, там, должен иметь приглашение, но они каждого не копаются, кто ты такой, кого ты представляешь, там, насколько мнение скольких человек ты, например, да, представляешь. Может, ты вообще в одиночку прийти и говоришь от всего народа, да, но, в принципе, это никто не проверяет. Поэтому достаточно ответственно надо быть за свои слова, да. И второе, то, что все выступления, которые там происходят, да, в основном несут, да, действительно, жалоба, да, там, пришел дядю Сэму, грубо говоря, и начинает жаловаться, меня вон там обижает, тут обижает. Я, например, не сторонник этих вот таких направлений. Я, например, наоборот, стараюсь, чтобы все видели в нашей республике, в России более позитивные стороны, а не наоборот, там, что-то кого-то ущемляет, кого-то там, у кого-то что-то отбирает, там, и тому прочее. Это, грубо говоря, дело самих наших, да, своей республики. И по уставу устав ООН не имеет права вмешиваться в внутренние дела любого государства. Поэтому я думаю, эффекта как такового, то, что вот выступление, кроме как, ой, да, наши выступили там и так далее, я думаю, мало имеет. Даже если бы она в итоговый доклад вошла, но ни в один доклад итогового сессии эти выступления не вошли. Они просто отложены в долгий ящик, и, возможно, они даже будут использоваться именно напротив, да, дискредитации имиджа республики. Может быть, но я не уверен, конечно, но возможно это все. Михаил Михайлович, спасибо вам огромное, что уделили сегодня время, пришли в нашу студию. Желаю вам плодотворной работы в дальнейшем.
Вы смотрели передачу «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.